Телеурок. Добрый день, дорогие ребята! У нас урок русского языка. Чтобы было тихо, чтобы запомнился урок, сядьте, дети, так, как будто тихо падает листок. Откройте тетради, запишите число, классная работа. Телеурок. И сядьте красиво, запишите слова ручка, чашка, девочка, собака. Записали? А теперь разделите слова на группы. По какому признаку разделили слова? Мы можем разделить слова на живые и неживые предметы. Слова отвечают на вопрос «кто?» – девочка, собака. На вопрос «что?» – ручка, чашка. А теперь попробуйте определить тему нашего урока. Определили? Тема нашего урока – слова, отвечающие на вопрос «кто?», «что?». Сегодня на уроке мы вспомним о словах, которые отвечают на вопросы «кто» и «что». Научимся правильно задавать вопросы. Сейчас смотрим внимательно, называем слова, которые отвечают на вопросы «кто» и «что». Называть слова будем с вопросами. Что? Кукла. Кто? Мальчик. Что? Дом. Кто? Медведь. Что обозначают слова, которые вы назвали? Предметы. Конечно же, предметы. Одни предметы живые, а другие неживые. Какой мы можем сделать вывод? Для того, чтобы правильно задать вопрос к слову, нужно знать, что оно обозначает. Что вы заметили? Одушевленным предметам живые мы задаем вопрос «кто?». Неодушевленным предметам, неживым, мы задаем вопрос «что?». Сейчас прочитаем слова и найдем одушевленные, неодушевленные предметы. Поставим вопросы, обозначим их условным значком. Если они обозначают одушевленный предмет – сердечко, неодушевленный предмет – солнышко. Будьте внимательны. Что? Дерево – неодушевленный предмет. Что? Лист – неодушевленный предмет. Что? Мяч – неодушевленный предмет. Кто? Лиса – одушевленный предмет. Что? Телефон – неодушевленный предмет. Кто? Еж – одушевленный предмет. Кто? Птица – одушевленный предмет. Что? Парта – неодушевленный предмет. Мы определились? Молодцы, ребята! На какой вопрос отвечают слова лиса, еж, птица? Кто? Почему? Потому что живые предметы, одушевленные. На какой вопрос отвечают слова дерево, лист, мяч, телефон, парта? Что? Почему? Неживые предметы – это неодушевленные предметы. Эти слова обозначают предметы. Вывод. Слова, отвечающие на вопрос «кто?», «что?», обозначают предметы.
А теперь, ребята, посмотрите внимательно на картинку и выпишите все предметы, которые отвечают на вопросы «кто» и «что». А теперь давайте проверим. Это учебные вещи. Именины, карнавал, парад – это события. Дождь, снег, ветер, молния, град – это явление природы. Грусть, радость, удивление – это чувства. На какие вопросы отвечают эти слова? Эти слова отвечают на вопрос «что?». Прочитайте стихотворение, выпишите слова, отвечающие на вопрос «кто?». Слушай внимательно. Что ты, еж такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки и медведи. Нашли? Давайте проверим. Еж, соседи, лисы, волки, медведи. И эти предметы отвечают на вопрос «кто?». А теперь найдите слова, которые отвечают на вопрос «что?». Это предметы: ручка, портфель, карандаши, барабан. Найдите в названиях предметов, которые отвечают на вопросы «кто?». Это заяц, сорока, медведь, лиса. Сейчас мы должны попробовать собрать из букв слова, меняя их местами. Какие у нас буквы? Посмотрите внимательно. С, Л, И, А. Собрали? А теперь проверим, какие же слова мы с вами собрали. Что? Сила. Слово «сила» мы собрали. Кто? Лиса. Мы собрали слово «лиса». Посмотрите внимательно и найдите лишний предмет. Нашли, какой предмет лишний? Лишний предмет – кот. Почему? Потому что кот – одушевленный предмет и отвечает на вопрос «кто?». Следующее задание. Что здесь лишнее? Найдите лишний предмет. Будьте внимательны. Конечно же, барабан отвечает на вопрос «что?». Это неодушевленный предмет. Ребята, давайте определим, какие слова отвечают на вопрос «что?», «кто?». Что? Машина. Кто? Малыши. Что? Карандаши. Кто? Мыши. Что? Камыши. Что? Ландыши. Кто? Ужи. А теперь давайте вспомним правило «жиши, пиши» с буквой «и». А теперь мы должны составить из слов предложение и записать в тетрадь. Беркуты в горах живут. Составляем предложение. Составили? Теперь давайте проверим. Беркуты живут в горах. Новое слово «беркут». Ударение падает на первый слог. Беркут – одна из самых наиболее известных хищных птиц, самый крупный орел. Обитает в горах Кыргызстана. А теперь закончите предложение. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», обозначают предмет. Одушевленные предметы отвечают на вопрос «кто?». Неодушевленные предметы отвечают на вопрос «что?». Прежде чем задать вопрос, надо выяснить,
Что оно обозначает? Ребята, сегодня на уроке мы вспомнили о словах, которые отвечают на вопросы «кто» и «что». Научились правильно задавать вопросы. Наш урок подходит к концу, мы должны оценить работу свою, как мы работали. Если вам урок понравился и вы все поняли, нарисуйте солнышко. Если не поняли, нарисуйте сердечко. Нарисовали? Оценили себя? Молодцы! На этом я прощаюсь с вами. Молодцы, ребята! До свидания!